Слово предоставляется представителю Совета адвокатуры Султанову Тимуру Султановичу. Прошу пройти вас в трибуну. Уважаемый суд, часть 1 статьи 32 Конституционного закона о государственном языке предусматривает перечень лиц, которые обязаны владеть государственным языком, использовать его при исполнении служебных обязанностей, к числу которых относятся и адвокаты. Поддерживая доводы обращающей стороны, также считаем, что данная норма Конституционного закона, а именно пункт 8 части 1 статьи 32, противоречит частям 1, 2, 4 статьи 23 и части 1 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики. Статья 2 Всеобщей декларации прав человека провозглашает, что каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей декларацией, без какого-либо ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. В соответствии с частью 2 статьи 2 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, государство обязуется гарантировать, что права, провозглашенные в настоящем пакте, будут осуществляться без какой бы то ни было дискриминации, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений. При этом любое ограничение права должно быть оправдано и соразмерно в соответствии с частями 2 и 4 статьи 23 Конституции Кыргызской Республики, устанавливающим, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Такие ограничения могут быть введены также с учетом особенностей военной или государственной службы. Вводимые ограничения должны быть соразмерны указанным целям. Законом не могут устанавливаться ограничения прав и свобод человека в иных целях и в большей степени, чем это предусмотрено Конституцией. Таким образом, любое ограничение должно преследовать конституционно значимые цели и должно быть продиктовано необходимостью защиты конституционно признаваемых ценностей, а также должно обеспечить необходимый баланс между интересами личности, государства и общества. Данное понимание способствует достижению выполнения принципа соразмерности вводимых ограничений, указанных выше целям. Данная правовая позиция была изложена в решении Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 29 октября 2013 года. В связи с чем данные нормы, ограничивающие права граждан ввиду незнания государственного языка, не дают возможность работать, в том числе адвокатам, и таким образом являются дискриминирующими. При этом стоит отметить, что первостепенная задача адвоката – оказание квалифицированной юридической помощи лицу, обратившемуся за данной помощью, что также подтверждается в решении Конституционной палаты Верховного суда от 14 февраля 2018 года, в котором было отмечено, что основной закон требует от государства предоставления каждому возможность получения квалифицированной юридической помощи в каждом случае, когда такая необходимость возникла для полного восстановления его в правах. Это обстоятельство объясняет повышенные требования к уровню квалификации адвоката, его поведению и добросовестному исполнению им взятых на себя обязательств, как субъекту, непосредственно участвующему в достижении целей правосудия. В этом заключается необходимость закрепления на законодательном уровне механизма, исключающего возможность неподготовленным или не отвечающим профессиональным требованиям лицам получить доступ к предоставлению правовой помощи. Адвокатская деятельность является особой сферой пересечения частно-правовых и интересов граждан и публично-правовых интересов государства. Соответственно, вопрос установления надлежащих юридических процедур, определения содержательных стандартов для установления уровня квалифицированности юридической помощи, а также определения критериев и условий допуска лиц сферы адвокатской профессии не могут быть оставлены без особого внимания со стороны государства. От этого зависит не только качество оказываемой правовой помощи, неуспешность усилий государства в сфере обеспечения эффективного правосудия. Правосудие обладает высшей степенью социальной значимости и в механизме его отправления с учетом таких непременных условий судебного процесса, как ее состязательность и равноправие сторон. Адвокатам отводится центральное место. Адвокатом в соответствии с действующим законодательством является гражданин Кыргызской Республики, получивший в установленном законном порядке лицензию на право занятия адвокатской деятельности и являющийся членом профессионального сообщества адвокатуры. Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе,
лицам, получившими лицензию на право занятия адвокатской деятельностью в порядке, установленном законодательством. Профессиональная деятельность адвоката должна строиться на принципах компетентности, честности, добросовестности, ответственности и конфиденциальности. И эти правовые позиции были выражены Конституционной палатой Верховного суда Кыргызской Республики в решении от 11 марта 2015 года. В силу особенностей своих услуг адвокат является особым субъектом, на которого законом возлагается конституционно значимая функция. Причем как само оказание юридической помощи, так и ее качество становится обязанностью, а не правом адвоката. В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности, лицензию на право занятия адвокатской деятельностью вправе получить гражданин Кыргызской Республики, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее 1 года, сдавший квалификационный экзамен. Понятие «квалификационный экзамен» означает процедуру оценки знаний претендента на соответствие квалификационному минимуму. Квалификационный экзамен призван выявить реальные теоретические и практические знания претендента и объективно оценить его профессиональную пригодность для осуществления адвокатской деятельности. В связи с чем владение или невладение государственным языком не является показателем профессионального адвоката, его профессионализма. Кроме того, предоставление квалифицированной юридической помощи может быть полноценным лишь при условии свободы выбора адвоката лицом, нуждающимся в такой помощи, поскольку наличие доверительных отношений между ними является ключевым в эффективности предоставления защиты. Право выбора адвоката по своему усмотрению представляет собой одну из фундаментальных основ справедливого судебного процесса, поскольку обеспечивает главное условие полноценной защиты – доверие между адвокатом и его подзащитным. И это вытекает из положений уголовно-процессуального законодательства и Международного пакта о гражданских и политических правах. В случае же невладения адвокатом государственным языком, данное право гражданина в свободном выборе адвоката нарушается. В порядке информации отмечаем, что включение государственных и муниципальных служащих к данному перечню можно объяснить требованиям части 1 статьи 7 Закона о государственной гражданской службе и муниципальной службе, в соответствии с которой одним из квалификационных требований к административным служащим является владение государственными официальными языками, необходимым для осуществления деятельности служащего в предусмотренных законодательством случаях. Обязанность знания государственного языка адвокатами для осуществления их деятельности, закрепленная в пункте 8 части 1 статьи 32 Конституционного закона о государственном языке Кыргызской Республики, противоречат вышеотмеченным нормам Конституции и международным документам, так как адвокат, как субъект правовых отношений, не входит в систему военных, государственных и муниципальных служащих, где установлено обязательное знание государственного языка. В свою очередь, согласно статье 64 Конституции, организация и порядок деятельности адвокатуры как самоуправляемого профессионального сообщества адвокатов, а также права и обязанности, ответственность адвокатов определяются законом. Так, часть 1 статьи 19 Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности предусматривает требования для получения лицензии на право занятия адвокатской деятельности, о которых я уже выше озвучил. Как видно из перечня, требования к знанию государственного языка не предъявляются. Более того, часть 2 указанной статьи закона содержит исчерпывающий перечень случаев, при которых гражданин не может получить лицензию, среди которых невладение государственным языком не является основанием для отказа к допуску к квалификационному экзамену. В свою очередь, для допуска к квалификационному экзамену гражданин подает в Министерство юстиции документы, предусмотренные частью 1 статьи 20 Закона об адвокатуре. При этом данный перечень документов не предусматривает наличие сертификата об уровне владения государственным языком, который выдается уполномоченным государственным органам. Также следует отметить, что согласно порядка проведения квалификационного экзамена, каждый претендент вправе выбрать, на каком языке он будет сдавать, на государственном либо официальном языке. То есть это право выбора претендента, а не обязанность знания государственного языка. Следует отметить, что часть 2 статьи 18 Закона об адвокатуре предусматривает, что лицо, обратившееся за юридической помощью, свободно в выборе адвоката, за исключением предусмотренных в законе случаев, когда адвокаты назначаются ему для оказания квалифицированной юридической помощи в рамках гарантированной государственной помощи юридической. Как ранее уже было отмечено, невладение государственным языком адвокатом ограничивает право гражданина на свободный выбор адвоката.
В статье 24 Конституции отмечается в части 1, что никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения и других обстоятельств. При этом отмечается, что не допускается дискриминация субъекта по признаку языка. Необходимо отметить, что нарушение прав адвоката, обусловленное требованием о знании государственного языка в контексте закона о госязыке, представляет собой серьезную угрозу принципам справедливости и равенства перед законом, а также ограничению доступа к правосудию отдельных субъектов правовых отношений. Согласно международным правовым документам в сфере прав человека, а также Конституции Кыргызской Республики, право на доступ к правосудию гарантирует, что каждый вне зависимости от пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств, имеет реальный доступ к защите своих прав, свобод и интересов и принятию судебными органами справедливого решения, имеющего обязательную силу на всей территории страны. Важнейшими условиями обеспечения права на справедливое правосудие в том числе является квалифицированная юридическая помощь, которая не зависит от знания либо незнания языка. Тогда как закон о госязыке создает искусственный барьер для ограничения прав и законных интересов не только адвокатам, но и для простых граждан, которые по своей воле выбрали того или иного адвоката в качестве своего защитника. Я хочу отметить также, уважаемый суд, здесь были споры, вопросы относительно статьи 32, а также указывая с доводами, что имеется статья 7 Конституционного закона о государственном языке, именно часть 1. Но я прошу вас обратить внимание, уважаемый суд, на сегодняшний день пока во всех процессуальных документах АПК, ГПК, УПК языком производства в статье конкретно указывается: судопроизводство осуществляется и или на государственном и официальном языке, то есть формулировка и или. В статье 7 закона о государственном языке в части 1 написано: судопроизводство осуществляется на государственном языке. Официальный язык используется в соответствии с процессуальным документом. То есть использование в процессуальном законодательстве – это одно, то есть это выражение своего мнения, приводить свои доводы, но не как осуществлять судопроизводство. Тем самым мы также считаем, что частью 1 статьи 7 закона о госязыке они будут уравнивать все, и судопроизводство будет осуществляться в соответствии с этим законодательным положением и исключительно на государственном языке. Второй момент, на который также хочу особо обратить ваше внимание, что глава 11 непосредственно закона о государственном языке гласит: обязанность знания государственного языка. Сама статья звучит: обязанность, перечень должностных лиц, обязанность которых входит знание государственного языка и использование в служебной деятельности. Уважаемый суд, адвокаты не являются государственными служащими. Как мы можем использовать в служебной деятельности? Почему нас включили в этот перечень? Поэтому мы считаем, что таким образом введение такого требования, которое установили в пункте 8 части 1 статьи 32 закона, Конституционного закона Кыргызской Республики о государственном языке, оно противоречит частям 1, 2, 4 статьи 23 Конституции и части 1 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики. В связи с этим мы поддерживаем ходатайство обращающей стороны, просим его удовлетворить полностью. У вас все? Да.